Талдықорған қаласына келсек, Талдықорған қаласы енді өздеріңіз білесіңіз ғой, бұрыннан келе жатқан қала ғой. Мысалы, мынау жаңағы мүмкіншілігі шектеулі адамдарға, жандарға дейміз ғой. Мынау көп мекемелерге, мысалы, мынау торговый орталықтарға, жаңағы дәріханаларға, жаңағы магазиндерге, шеберханаларға, шаштаразға баруға, мысалы, көп жерлерде қиын. Неліктен қиын? Потому что бұл енді ескі ғимараттарда, мына орысша айтады ғой, неадаптированный нелерге, помещенияларға кезінде енді 90-шы жылдары, 91-ші жылдары бере берген, рұқсат бере берген, аптека, бірінші этажда ашуға, магазин, шеберхана, сондайлар аша бергенде, бірақ анандай ешқандай жаңағындай нелер, требованиялар қоймаған. Оның бәрі қазір салынып тастаған, жұмыс істеп жатыр. 2 жыл өздеріңіз білесіңіздер, мораторий болды. Биылдан бастап мораторий, қазір жаңа жылдан бастап мораторий тоқтатылды, оған дейін 2 жыл мораторий болды. Орта, кіші бизнес тексеруге. Сондықтан біз оларды тексере алмайтынбыз, көре алмайтынбыз да, мысалы, айта алмайтынбыз. Біз только рекомендатель ретінде айтамыз да, мысалы, енді адамгершілікке қарап, жаңа жерде енді оларда, мысалы, шектеулі, жаңағы мүмкіндіктер шектеулі адамдар. Просто сұраныстар болмаған, қазір сұраныстар бар. Қазір сұраныстар қатты бар. Мысалы, облыс әкімі де оны қазір қолдап жатыр да, мысалы, облыстық бюджеттен ақша бөлініп жатыр. Бірақ ол тек қана біздің меншік жаңағы мемлекеттік меншік теңгерімдегі нелерге, ғимараттарға. Ал мынау частный бизнеспен жаңа жылдан бастап мораторий тоқтатылды, бәрімен сөйлесіп жатырмыз, мысалы. Және мына қазір заңда көп өзгерістер енгізілді ғой. Жаңадан салынып жатқан ғимараттардың уже мынау жаңағы жобалық сметалық дайындау несінде уже жаңа жерде требованиялар жесткий. Пантус болу керек, пантустың жаңағы градусы, подъемник болу керек, биіктігі болу керек, оның бәрі олсыз, олар даже біз мынау АПЗ дейміз ғой, архитектурно планировочный задание аламайды. Біз АПЗ берер алдында уже АПЗ деген архитектура планировочный задание жобаны алдын ала жаңағы эскизлік варианты ғой, сол кезде біз соның бәріне требования қосамыз. Олсыз жаңа сонда сіздерге бірінші эскизді сіздерге алып келеді, сіздер соны отырып қол қоясыздар ма сонда? Иә, біз эскиз. Мысалы, любой даже жекеменшік үй салам деген кезде ол АПЗ алу керек, эскиз алу керек. Вообще подкаст мы подразумевали то, что даже вот у нас аудитория, до этого 2 года мы работали, и у нас аудитория в основном это социально уязвимые слои населения, а их же меньше. И сейчас мы хотим другой формат, чтобы, например, даже нам люди с инвалидностью, они говорят, не надо для нас передачи создавать. Правильно. Мы смотрим все то же самое. Мы немножко в этом отношении, как бы, я думала, что надо вот так вот только об этом говорить. Нет, а с вами формат мы хотели немножко другой. Мы хотели о вас как о человеке поговорить. Хорошо. А то, что там сейчас это делается, это мы все читаем, видим. Давайте поговорим. Вы тем более хорошо освещаете, у вас интересный контент. Мы смотрим, недавно прям перед подкастом мы с Алмазом прям хорошо посмотрели, изучили, видели. Я даже писала такая, в автобусе вас увидела, комментарии пишу. Спасибо. Мен баста кетейін? Ассалаумағалейкум баршаңызға, бұл Дефекте подкаст. Мен соведущим Гүлвира Талбалдина, және бүгін бізде қонақта Талдықорған қаласының әкімі Ернат Дүйсенбекұлы. Сәлеметсіз. Мен негіз басынан нетейін деген, автобусты басқа әкімдерді бұрыннан көрмеген. Сізді көрініп, бірінші қуандым, бірақ содан кейін ой келді. Не себепті жүр екен бұл кісі автобусқа мініп деген сияқты. Дұрыс. Енді бұның не себеп деген кезде жаңа жерде енді социальный сети бар ғой, жаңа интернет аумағында қарасаңыз, халықтардың біз өзіміз кішігірім әкімшіліктің ішінде топ проблем дейміз ғой жаңа жерде. Проблемалардың көп адамдар неге жаңа назар аударады, қандай проблематикаға үлкен назар аударылады, халықтың кішкене жаңа үндеуіне, соны біз зерделедік. Сол кезде, зерделеген кезде ең үлкен сұрақтар бұл деген жаңағы жерде бағдар шамдары көшедегі, мысалы ауылдың шетіндегі свет жаңа бағдар шамдары, жолдардың сапасы,
және автобустарға сұрақтар қойды. Көп жаңағы сұрақтар автобустарға. Үлкен сұрақтар. Жаңағы жерде автобустар толы жүреді, іші кір, водительдер жаңағы жерде жауап бермейді, кейде жаңағы кейбіреу бір-екі остановкаларды өтіп кетеді, тоқтамайды, автобустар кір аз, кішкентай деп сондай көп сұрақтар болды. Мен енді осы сұрақтардың бәрін зерделеп, сондай шешім қабылдадым. Өзім мақал бар ғой, 1000 рет жаңа жерде естігенше бір рет өзің көргенің дұрыс деп. Мен өзім көрейінші деп, өткен аптада мысалы көп назарлық білдіріп жатқан, мысалы 13-ші маршрут автобусқа отырдым. Өз көзіммен көрдім. Мен бағана айтқандай, мысалы мен автобусқа келіп ем, алдында бір автобус толы бүйтіп өтіп барады да, жүгіріп келдім де, мына автобусқа үлгермедім десем, 1-2 минуттан кейін келесі автобус келді. Оған отырып ем, ол полупустой екен. Барғанша полупустой барды. Соң мен водительге айтамын, сіз кішкене тұра тұрмайсыңыз ба? Есігіңізді ашып, осы жерде тұра тұрсаңызшы бір 10 минут. Автобус кетіп қалды алдыңызда тола. Көріп тұрсыңыз. Сіз кішкене тұра тұрыңыз 10 минут. Адамдар отырсын, кішкене автобус толсын. Ана автобус алып кеткеннен кейін басқа адамдар автостоянкаларда толады ғой десем, мен өйтіп істей алмаймын дейді. Неліктен десем, менде диспетчер схемамды қарап отыр, мен өзімнің таймерім бар, сол уақытқа мен, потому что алдындағы автобус өзінің уақытынан кешігіп келе жатыр дейді. Мен негізі өз уақытымен келе жатырмын. Мен қазір тоже кешіксем, маған жаңағындай штрафной санкцияға маған зачет қалмауы мүмкін маршрут дейді. Сол үшін сөйтеді. А водитель знал, что вы Аким? Нет, водитель не знал. Я просто спрашиваю, да, поэтому почему. он так дерзко ответил. 13-ші маршрутпен соңына дейін бардыңыз ба? Соңына дейін бардым. Үшінші отделениені көрдіңіз ба? Үшінші отделениені ішін көрдім. Енді водительді айтатыны бар жолды. Біз енді оған қазір үшінші отделенияға бізге жоба бізде Талдықорған бойынша енді ол да бөлек әңгіме ғой. Үшінші отделение қалды, жастар қалды, и Көктал қалды. Асфальт салынбаған көшелер. Жобалары дайын тұр. Көкталдікі енді қымбаттау, бірақ мына екеуінікі 3-те 4 миллиард, біреу 3-те 6 миллиард мен ұмытпасам. Бұл үлкен қаражат. Қомақты қаражат. Биылға облыстан бізге 500 миллионнан бөлініп жатыр. Біз қазір конкурс рәсімдерін өткізіп жатырмыз. Биыл бастап кетсек деп жатырмыз. Енді келесі жылдың аяғына дейін қаражатқа, тағы бұның бәрі қаражатқа байланысты. Қаражат болса не етеміз? Өткенде соны 10-ші маршрутқа отырдым. 10-ші маршруттың проблемасы, мысалы даже интервалды дұрыс сақтасақ та адамның көптілігінен автобустар кішкентай изузу 16 отыратын орындық. Тұрып-тұрумен санаған кезде 42 адам сияды екен, негізі нервный жұмыс. Бірақ енді аяқта өте көп адам болды. Бірақ бұғырын адамдар өте көп. Иә, бұғырын адамдар көп өте тығыз. Өзім көрдім сөйтіп қысылып нетіп адамдардың автобустан бөлек басқа мәселелерін айтып, мысалы бұғырын адамдар айтып отырды. Мен бір түсінгенім, мысалы сол жерде қарапайым халықпен отырсаң, көбісі танып жатыр. Танымайтындар да бар, бірақ сұрап жатсаң енді әкімшіліктенсіңдер ме, мынаны қараңызшы, мынандай деп өзінің проблемаларын. Біреулер өзінің көшесі туралы, бағдаршам туралы, біреулер жаңа жерде бір жаман иіс шығады дейді. Ауылдың шетіндегі адамдар малдарын бордақылайды дейді да жаңа жерде. Сол бордақылаған малдардан жазда невозможно терезелеріміз жасамыз иіс дейді. Ол да заңсыз дейді. Бірақ енді оның бәрі де былай бар. Мысалы сол жердегі тұрған адамдар енді мен айтсам былай енді жетіскеннен ол малды бордақылап жатыр ма? Әйтеуір күн көреміз деп өзімізге бір шетінен оларды қолдау керек. Потому что енді үкіметтен ақша сұрап жатқан жоқ. Әйтеуір өзінің күнін көріп жатыр. Малдарын әйтеуір арзаннан ауылдан сатып келіп бордақылап, семіртіп, сатып, сойып сатып әйтеуір ақша тауып жатыр. Бірақ зато көршілерге неудобство создают, потому что иісі шығады. Бірақ ондай ауылдық округ сияқты болып саналмай ма неге? Иә, ауылдық округ болады. Заңда ограничение жоқ. Бірақ көршілер бәрібір нетпейді. Шағымданады. Иә, шағымданады. Сол үшін ол жерден. Ну, они, наверное, просто когда поняли, что вы Аким, и решили қазір айта салайық, чтобы... Жоқ, ол да бір шетінен жақсы ғой. Халық өзінің вопростарын, тікелей проблемаларын айтады да. Ол проблеманың бәрін түгел шеше салмаймыз да, зато біз бәрібір оны кішкене біліп отырамыз да. Мысалы, мен уже 8-ші ай болды істеп жатқаным, әкім болдық. Мысалы, 8-ші айда енді көп нетпесем де, основной 70-80% Талдықорған проблемаларын уже түсінді. Мысалы, үлкен, мысалы, проблемаларда көп проблемаларын халық білмейді ғой. Халыққа қандай проблема керек? Міне көшемде асфальт жоқ. Бізге көретін, көзге көрінетін сол асфальт бізде. Асфальт, освещение жоқ, қараңғы. Автобустың интервалы дұрыс жүрмейді. Қаңғыбас иттер, мысалы, проблемалар. Бірақ, мысалы, халыққа мен кейде нетем да, енді мен өзім ЖКХ саласында көп істедім. Мысалы, үйлерімізде міне батареяларымыз жып-жылы. Проблема емес. Үйіміз жылы, правильно, қыста. Бірақ оның артында тұрған мынау жаңағы асфальттан да освещениеде қомақты проблемалар тұр. Мысалы, біздің бас қуат деген котельныйымыз бар, мысалы, 70-75% қаланың жылуын сол нетеді.
сексенінші жылдары эксплуатацияға берілген котельный, 80-ші жылдары берілген котельный. 40 жылдан уже астам болды. Почти 70%-ға основной оборудование износы бар. Мысалы, енді өткенде көрдіңіз бе? Мысалы, оны ешкім халық сезбейді да. Ол стройдан шығып кетпей тұрып ауыстыру керек қой. Вот. А оны, мысалы, қарапайым халық ондай сұрақты маған көтермейді. Оларға бәрібір, оларға несін. Зато, мысалы, жол салуға 3 миллиард кетсе, мысалы, бір түгел микрорайонға, Көкталға, я? Ал анау котельныйдың бәрін оборудованиесін ауыстыру 36 миллиард тұрады. Разницасы. Қара көрдіңіз бе? А вы писали в соцсетях, в Инстаграме, написали, что вы будете ездить только субботу-воскресенье на выходные. А субботу-воскресенье, там вы особо ничего не увидите. Да. Я вот вчера проездил, будний день. В субботу я первый раз проездил, написал, потом посмотрел комментарий. В основном, да, 90% писали, говорят, на выходные это вы ничего не увидите, будние дни. Да. Вот я в будние 2 дня на 13 маршруте в 6:15 сел, и вот вчера в 6:30 сел на 10 маршрут. Именно в такой час пик. Давайте, знаете, я хочу так прям, пользуясь случаем, я тоже представляю народ, нас общаемся, все разговариваем. Тоже за вами смотрим, наблюдаем. И у всех один вопрос. Меня вот прям любопытство разбирало. Шафран ресторан. Это ваших родственников ресторан? Конечно. А почему вы его открытие делали? Ну вот смотрите, во-первых, причина, во-первых, я... Не социальный он объект. Да, во-первых, я как бы персонально не ожидал, что он такой получит резонанс дела. Я без задних мыслей никого не ожидал. Да? Это, во-первых, не знаю почему. Смотрите, я долгие годы работал в Алмате, да, и вопросами я как-то пересекался с руководством Шафрана. Я помню, потому что я заместителем руководителя управления ЖКХ города Алматы. Целый город ЖКХ, я как бы заместителем был. И тогда, в тот период, я помню, они возле Горгаи на Тимирязево открывали какой-то 3-й или 4-й свой ресторан «Шафран», и мы по долгу своей службы как бы пересекались. Они как инвесторы приходили, просили техническую условия, мы им как город помогли. Как город помогли, потому что это же бизнес, как город мы им помогли, в развитии сферы мы им помогли, по техническим условиям они на газ просили, мы им помогли, и с тех пор как бы у меня с контакта остались. Это. И когда они здесь открывали, они как бы на меня вышли и говорят, вот, Ернат Дүйсенбекович, для вашего города мы хотим, как бы мы уже строимся, мы, говорят, сумма инвестиций 650 миллионов инвестиций вложили, столько денег мы потратили, мы хотим открыть. Я говорю, о, это хорошо для города. Как бы я две позиции. Первая позиция, даже президент об этом говорит, в тот раз новый пример тоже говорил. Рейтинг KPI Акимов мы будем сейчас же, когда раньше мы могли довольствоваться, когда баррель нефти стоил там за $100, мы сидели на нефтяной игле, как бы мы, инвесторы бегали за нами. Аким, дай нам землю, пожалуйста, там, я ходил, нос ворочил, я подумаю, посмотрю, мы хотели деньги вложить, построить там ресторан, зал, что там, и мы говорили, не знаю, посмотрим, у меня-то бюджетных денег валом, у меня миллиардами деньги идут, я могу себе позволить и больницу построить, и это построить, и школу, и садик, вот такие были времена. Сейчас времена поменялись, и президент на этом говорит, сейчас каждый инвестор для страны важен, будь это зарубежный, внутренний, для региона, чтобы какие-то вложения. Ресторан, да, же, как бы да. Я с этой позиции, во-первых. Во-вторых, как бы для меня социальная, да, может быть, упор на социальный, да, чтобы он открывал. Как бы он говорит мне, у меня, говорит, 64 человека персонала, из них почти там 50 с чем-то, это я буду, говорит, людей с местных набирать, обучать, набирать, говорит. Для города Талдыкоргана 650 миллионов он как бы инвестиции, он все материалы строительные покупал здесь на какой-то импульс развития. Я говорю, чем бы не поддержать открытый. Но почему-то это так повернули, что это вот ресторан, чуть ли не его. Я реально, если бы знал, что будет такой резонанс, я бы, может, не пошел бы. Резонанс был такой сильный, и Аким области, он вас так пожурил, так? Да. Ничего не сказал. А право КИЗ, они пишут, что вы любимчик Бейбута Исабаева.
Любимчик. Ну, я не сказал бы любимчик, я, наверное, скажу... Ну, они прям так да. и написали. Да, я знаю, я бы не сказал, что любимчик, я бы, наверное, сказал бы... Но он все равно вас поддерживает же. Да. Это, знаете, когда был акимом Асет Масабаев, он первый аким, который дал нам, вообще на нашей студии, нас никто всерьез не воспринимал. Там, ой, открылись там какие-то там общественные объединения, что-то, интервью. И вот он первый, кто пришел, нам дал интервью города. Аким области тоже интервью дал первым нам, до всех. Вот Алмаз брал у него интервью. И Асет, когда начал работать, мы за его работой прям наблюдали, потому что он прям такой, он вообще перевернул образ акима в нашем городе. И он вот такой, ушел он же с таким стрессом. Да. Он ушел стрессом. Это и то при том, что Аким его полностью поддерживал. Да, а вот, ну, что вас поддерживает он, это прям чувствуется. Это мое сугубо личное мнение, потому что я тоже смотрю, мне вы интересны. Сперва было любопытство, как же будет это все, как теперь будет. А потом вот с каждым разом... Ну, вы вообще о вас пишут, что вы очень образованы и хозяйственны. И это вы действительно, ну, это как бы не лесть, даже то, что я вижу, я свое мнение и мнение там людей, с которыми разговариваю, это видно. Вначале, да, вам было очень тяжело, но вы такой прям стрессоустойчивый вообще. Как вам удается, если честно? Это у меня один из вопросов. Я прям думаю, обязательно спрошу. Вот критика была такой, наплыв на вас критики был. Большой. Прям большой был. Я знаю. У нас люди вообще сами по себе, они всегда чем-то недовольны. А сейчас нравится, что ли. Иногда мне тоже хочется, ну, я пишу в комментариях, ну зачем вот это вот, там кто-то плюнул, кто-то это, все виноват акимат. Ну, уже перегибают с одной стороны. И на вас критика прям очень была сильная. И вы так выдержали и вышли из этой ситуации. Сейчас я могу сказать, что вы прям достойно вышли из этой ситуации. Но у нас вот с Алмасом вопрос один есть. Маған көзім түскені ең басты сіздің инстаграмнан шығып көрген кезде базар мәселесімен ғой. Енді базар мәселесі... Сол мәселемен Сол мәселе не болды сонымен? Ол мәселе Мы прям не туда зашли. Я так думаю, да зачем он туда зашел? Я тоже так подумал. Но изначально, наверное, да, мы как-то нахрапом зашли, шашкой вот, наголо. Вы да, прям нахрапом. Да, нахрапом зашел, шашкой наголо, да. Ну, меня реально это смутило. Меня очень смутил тот факт, как можно тротуар, государственный, это государственная земля, это тротуар, там брусчатка выложена, ну не брусчатка, там асфальт лежит, он видно, он возле фиалки, это был всю жизнь тротуар. Как можно общественное пространство, принадлежащее государству, закрывать после 6 часов на замок с двух сторон? И люди ходят по проезжей части, вы видели же прямо на углу, на пересечении, вечером он с двух сторон закрывается на ключ хозяинами этого торгового центра, и люди, которые должны по этому тротуару ходить, после 6 с угрозой для своей личной безопасной жизни, они ходят по проезжей части, где должны машины ездить. Да. Это вообще ни в какие... Но вот он это же меня выиграл смутило. Несколько судов акимату. Да, выиграл. Он прямо об этом пишет, что я выиграл суд, это моя земля, я хочу на замок закрываю. И чем это все закончилось? Это все закончилось, мы подали в суд. Мы на суде доказали, показали все факты, я все привел. Суд вынес решение в пользу акимата, мы выиграли. А вы все-таки выиграли? Мы выиграли. Решение суда было оглашено 28 декабря. Оглашено решение суда. Вы знаете, там срок у нас 1 месяц на обжалование. Они официальное решение суда получили, нарочно, потому что суд. До 3 февраля у них был срок обжалования. Я не знаю почему, но они его не обжаловали. Я был уверен, что они его обжалуют. Теперь 5 февраля они подали иск, юрист этой компании подал иск в суд, что они якобы с выездом за границу что-то ездили, они просрочились, они
как бы не успели опротестовать. Теперь просят восстановить сроки протестования. Но я думаю, судья объективно к этому примет все меры, потому что они, я так понял, предъявляют какой-то заграничные билеты, что они 18-го, то ли 22 января куда-то за границу улетели и вернулись после 3 февраля. Но до 22 или 20 января у них было время же подать обжалование, они не подали. Я думаю, тут элементарная халатность ихнего юриста, они просто не успели. Решение суда вышло в течение 3 месяцев добровольно за счет собственных средств демонтировать все эти строения, которые стоят на тротуаре. Если в течение 3 месяцев он их не демонтирует, тогда уже суд через судоисполнительный в принудительном порядке будет демонтировать. Это классно. В любом случае, я считаю так, смотрите, раз мы ввязались в эту войну, я ввязался не для себя, я не требую, я с хозяином, просто я вот многим не говорю, я откровенно, я с хозяином этого торгового центра встречался. Во-первых, по этическим соображениям, потому что он старше меня по возрасту. Во-вторых, он давно здесь работает, уважаемый человек. У меня рядом был заместитель, у него, его заместитель тоже был, мы у него в офисе, я встречался. Я сказал, давайте сделаем так, обратился к нему, добровольно вы отдайте этот тротуар, добровольно уберите. У вас есть, как вы знаете, он еще же хозяин Казахстан, кажется, вот этот Нетребия. За ним он торговый центр строит. Я тогда ему говорил, мы вам документы от акимата, что надо, мы документы вам дадим, целевку поменяем, перевезите людей туда. Есть у вас другие места, куда-то другое. Заведите в торговые центры, добровольно отдайте этот участок. Я готов со своей стороны оказать вам содействие в рамках установленного законодательства по вашим другим объектам. Как бы. На что он мне ответил категорическим отказом. Не то что отказом, чуть ли не угрозой. Но я сказал, моя совесть чиста. С этих соображений, из-за возраста, из-за того, что вы давно здесь работаете. Я только пришел, я перед вами пришел. По-человечески переговорил, вы отказали. Мало того, чуть ли вы не угрожали. Да? Я поэтому подал, второй мой шаг, как государственный служащий, я подал в судебные органы. Судебные органы посмотрели все наши доводы и приняли, я думаю, приняли это правильное решение. Они в пользу акимата. Решение суда есть. 3 месяца мы ждем, что он будет добровольно. Если в течение 3 месяцев он добровольно не будет, суд уже сам в своем принудительном порядке через судоисполнителя все равно их будет убирать. Как раз пользуясь этой передачей, я бы хотел довести до тех людей, которые там сидят, работают, что они в течение 3 месяцев и должны переехать. Я не знаю, каких у них взаимоотношений. Мне вообще до сих пор интересно, какие могут быть взаимоотношения, у них договорные арендные взаимоотношения, если они стоят на государственной земле, как он с них какую-то аренду брал, не брал. Но это уже вопрос, наверное, компетентным органам. Анте сатушылар сонда біз аренда төлемейміз десек те прав болып тұр ма сонда? Конечно. Аренда төлемейміз десек те. Они вообще не должны были, по идее, аренду платить, потому что, я не знаю. Просто, видите, раньше было, вы в такое время пришли, конечно, вашему характеру можно, ну, как бы поаплодировать, потому что раньше было это все возможно. Когда-то в 2000, ну, когда вот эта перестройка была, я сама когда-то и на базаре была, когда без работы осталась. И тогда сами полицейские, я знаю, я, правда, не в Талдыкургане, но все равно я знаю, что в Талдыкургане сами полицейские, все, кому не лень, там местами торговали. Поэтому сейчас, конечно, они сопротивляться будут. Они привыкли деньги иметь. Деньги. Это живые деньги. Вы там всем по рукам ударили. Конечно. Поэтому, что, Алмаз, там у тебя еще вопрос такой классный. Про вот эту девушку. Я қызық. Бір әйел адамға айттыңыз ғой, жұмысқа орналастырамын 200 000 теңге беремін депші. Я красивый аты. А куда вы хотели ее устроить? Я такая думаю, блин, я тоже хочу такую зарплату. Смотрите, у нас как бы много, вот крупный не бар ғой, Қайнар. У него, например, у нас есть швейная фабрика Айсулу, Жарылқасым, наш депутат, он сейчас расширяется, он строит вторую очередь, потому что у него очень большие госзаказы идут. Он мне говорит, Ернат Дюсенбекович говорит, я не могу швей найти, я готов в течение месяца бесплатно учить, бесплатно кормить
после этого, как они обучатся, сертификат получат, я им готов рабочие места предоставить. Там, я говорю, я туда ходил к швеям, говорю, как вы зарабатываете? От выработки, говорит. Объем большой, говорит. Если мы на выходные задерживаемся, сами шьем, иногда где-то забираем, говорит, тут, говорит, такого нету, четкого графика. И вот опытные швеи, говорит, мы, говорит, 300-4 тысячи зарабатываем, говорит. Жарылкасым вообще он хороший. Вот даже вот в ремонте он нам помог. Потом, когда дети с инвалидностью паралимпийцы на соревнования ездили, они ко мне обращались, и я тоже через партию Аманат на него вышла, и он полностью их форму одел за свой счет. Сегодня он, кстати, нам тоже помог. Сегодня же, вы знаете, 35-летие вывода советских войск с Афганистана. Сегодня было возложение в 10 часов, цветы были. И у нас, оказывается, 86 афганцев, которые прописаны, живут в Талдыкургане. Мы нашли спонсора, Жарылкасым с большой скидкой сумму этого, мы нашли спонсора, как город помогли, и вот 86 наших афганцев мы одели. Жарылкасым им полностью с ног до головы всю форму вышел. Они сегодня в этой новой форме в 10 часов в центральном парке возложение было. Сегодня, оказывается, дата, вы не знали, Ты да? знал? 35 Я лет тоже. со дня вывода советских войск с Афганистана, оказывается, сегодня. Представляете? Классно. Жаңағы кісі жұмысқа орналасты екен сонымен? Ол кісі біз хабардамыз, Асель деген қыз. Ну, у нее 4 детей, мать-одиночка. Кажется, еще у нее один ребенок кішкене ауырады. Мы ей предложили поработать, мы встречались. Она говорит, я не могу такой график работать. Мне нужен свободный график, потому что балам ауырып қалады. Я могу иногда неделями не выходить на работу. Иногда, я сейчас в данное время онда жұмысқа барамайын дейді. Но она живет в подхозе. Кажется, подхозда она живет. Я к ней домой ходил, смотрел, встречался с ней. Мы ей материальную помощь оказали, продуктовую, еще. В принципе, мы с ней на связи, көмектесіп отырмыз, ну, как бы, именно сол қызға. Мы тоже можем помогать. Да. Нам привозят вещи мешками. Вот когда зашли, видели, наверное, нам постоянно привозят не такие прям каждом где хорошие вещи. И мы вот таким нуждающимся развозим по районам. И мы тоже можем там. Потом есть компании, которые к нам обращаются. Они даже не просто компания, а сотрудники сами складываются деньгами. И ежемесячно они говорят, чтобы там, они своей зарплатой же, там большой такой суммы нет, они говорят, мы не хотим там продуктовые корзины по 3000, там мешок муки, солай алперед, а они списки берут у нас, а мы там тоже узнаем, и мы тоже ей можем помогать, если что-то. Хорошо. Еще смотрите, такой вопрос я хотел как ремарку сделать. В прошлом году правительство дало такое разрешение местным исполнительным органам насчет суммы розничного налога, знаете, да? Они добро в прошлом году дали, 1 год дали и сказали, на усмотрение местного исполнительного органа, решение маслихата, вы можете с 4% до 2%, там 3,5, 3, 2,5, ну минимально 2, до 2% снижать. Своим решением маслихата не через провести неменеге, это постановлением маслихата. И вы знаете, в прошлый год, целый год, вот завтра у нас будет брифинг в 4 часа, они целый год бегали, в акимат все пороги отбили, и акимат, я не в укор говорю, как бы прежнему руководству, да, и акимат все-таки не пошел на это, и не сделал, побоялся, потому что, вы же знаете, снижение с 4 до 2, это, во-первых, сразу снижение налогов. В нынешние времена, как бы на усмотрение где-то, никто почему-то в акимате и в маслихате в прошлом году на это никто не пошел. Ну, как пошел, все побоялись, никто ответственность не хотел брать, и сонымен они все сроки просрочили. И наш союз предпринимателей, Атамекир, инициировали правительство вопрос. Правительство сказало, окей, раз не успели, давайте еще 3 месяца, вот январь, февраль, март, мы вам 3 месяца даем, но больше не будет. Успели, сделайте, докажете местному исполнительному органу, что это есть больше плюсов снижения, чем минусов, еще на 3 месяца. И вот они вот с декабря месяца ко мне предприниматель келді, я выслушал, все за, против. Налоговая служба, конечно, была против, сказала, это потери местного бюджета, потери, это скажется не деп. Предприниматели говорили другое, что это будет вывод с тени нелегальных людей, например, большие у нас есть предприятия, например, ИП, КХшки, да, условно там КХшка, у него 1000 гектаров земли, 30 единиц техники, пахотных земель, а зарегистрированы всего 2 человека, 1 директор и бухгалтер. А кто на этих 30 тракторах ездит, нету, да, они как
как бы все получали кэшем зарплату этот. А это же за собой тянет же тоже социалку. Они, получается, не платят пенсионные отчисления, налоги не платят, пенсионных нету, они не могут ни кредита, ничего не брать. Да, медстраховка, ОСМС, как говорится, у нас самый большой по ОСМС, по региону, у нас в Талдыкургане очень большое. Я вот эти все за плюс взвесил, я говорю, а в чем проблема? Давайте примем. Хотя я скажу, немножко депутаты, маслихаты, другие налоговые все были против. И мы вот в начале января начали, и мы вот позавчера уже решение маслихата вышло о снижении. Единственный город Талдыкурган во все это первым снизил с 4 до 2%. Сейчас другие районы хотят посмотреть с 4 на 3%. Но мы как его снизили, все, оно вышло. Теперь с 1 января они могут, которые средний малый бизнес, которые и полярные предприятия, они могут стать на 2% розничный налог. И я вот сказал, мы где-то до сентября просмотрим, промониторим, посмотрим, если все-таки это... Но я такого мнения, я говорю... Нам же за это никто голову не снесет, но никогда этого не было. Мы должны попробовать. Давайте попробуем. Давайте введем. Вы рискованный, да? Давайте введем. Как бы маслихат тогда я выступал мы ввели все-таки. Я теперь хочу посмотреть. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, время покажет, что я ошибся. Но ничего, не бывает решений. Мы должны, президент же об этом тоже говорит же, на местах местные исполнительные органы должны брать на себя ответственность. Они не должны бояться. У нас же ой, сейчас я приму это решение, и это вдруг в конце года скажет, в прошлом году налоги поступили 1 миллиард, в этом году 800 миллионов, 200 миллионов не добрали, потому что Аким сделал с 4 на 2%. Потом я не боюсь свое место потерять, например, я не боюсь, но надо экспериментировать, попробовать. А вдруг он не миллиард, 1,2 возьмет? Это же никто сейчас, это никто не скажет. Вот, например, в прошлом году был 1 миллиард, а налоговики все-таки утверждают, что будет понижение, а вдруг будет больше? Даже, может быть, мы не достигнем показателей прошлого года, но зато, может быть, мы из тени вытащим очень много индивидуальных налогов. Потому что я там смотрел, оказывается так, раньше было, он, например, 500 тысяч заработал, он с них 4% платил. А сейчас ты, например, даже за 500 тысяч заработаешь, ты можешь оттуда вычленить всю зарплату, на нее ничего не начисляется. Ты от чистой прибыли будешь 2% платить. Да, мы чуть-чуть где-то проиграем как государство, но зато есть же плюс. Зато люди, тогда вам, как и предпринимателю, вам станет выгодно, вашим сотрудникам, лучше, чем жұмыс жасаған жеңілден бұрын, чем сіз оларға бухгалтериямен 200 мың таза төлегенше, вам лучше им 260 тысяч ему заплатить, начислением, 60 тысяч там удержит, зато он те же 200 получит чистыми, зато может быть так будет, зато будет чувствовать себя, у него уже ОСМС будет, у него уже он завтра может смело ходить в банки, кредиты брать, потому что у него отчисление из пенсионного, он уже будет в белую работать. Может такой будет плюс. Поэтому мы приняли решение, уже вышло, завтра у нас брифинг, мы будем об этом говорить, бизнесу доводить, что вот такое есть, все, с 1 января можете вставать-то. Я внутри с тревогой смотрю, за конечный результат посмотрим, как будет. Но мен өзім характер такой человек. Я, например, когда Аким области меня назначал, вы говорите же, любимчик, да? Я, например, заработал, сразу говорил, вы мне любой момент скажите, Ернат, вот твоя работа неправильно, все, освобождай десеңіз, я готов освободить. Я за свое место, за свое кресло не держусь. Мен такой человек, у меня есть где жить, у меня есть, свой опыт, багаж есть. У меня, например, я когда работал заместителем, например, в Жетысуевском районе, городе в Алмате, да, у меня была зарплата 400, мне в бизнес пригласили директором за 1,5 миллиона, я не пошел. Я не пошел только по одному этому, что как бы это громко не звучало, я в глубине души сильно патриот Адамом, да. И во-вторых, для меня, например, я работал в корпорации Базиса, 6 лет работал. Я от простого мастера до начальника участка дослужился. Второго разряда вы начинали. Да, начинал. Я дослужился до начальника участка в корпорации Базис. Белович Александр Якубович, вы знаете, это один из крупных Форбс, миллиардеров. Я у него работал, это была большая школа. Но когда я работал, например, я такой человек по характеру, например, когда я у него работал, мы строили пятно, вот пятно на пересечении Тимирязева, условно Маркова, да, или Жарокова, да, мы какое-то пятно строим, мы этот дом, да, в этот дом заселится 60 новых квартирантов, какой-то мы делаем договор. Но когда я пришел в Акимат, и когда в 2008 году в управление строительства главным специалистом, и когда первый раз на столе раздвинули вот эту карту города Алматы, и там, когда мы рассматривали, куда будет город развиваться, какие сети, какая инфраструктура, и меня все. Я после этого, я понял, что это мое.
Я такой человек, даже у меня мысли, как бы, я всегда мыслю глобально. Мне вот на этой улице асфальт, это все, как бы, она само собой выйдет, но мы должны глобально, я, например, смотрю глобально, на 20-30 лет вперед, как Талдыкурган будет развиваться, в какую сторону развиваться. Для того, чтобы развиваться, на сегодня что я должен сделать сейчас, чтобы через 20-30 лет не вышла проблема вот этих новых домов, которые я хочу строить. Для этого мне сейчас что надо делать? Какие сети, в каком квадрате поменять, какие сети, куда, какие подстанции дополнительно нужны, откуда притянуть эту энергию, откуда, какую теплотрассу надо заменить, какую не заменить, какую котельную надо расширить, какую надо, наоборот, уширить. Вот это, для меня это, я вот, как вам сказать, я өзімнің қазақша ләззат аламын деймін ғой, я себя, когда в этой стезе, для меня так приятно, и с таким чувством, да, я, оказывается, что-то полезное делаю. Қазір примерно Талдыкорганның болашағын қалай елестетесіз? Вы знаете же, да, мы сейчас, в прошлом году я акиму области Бейбітсу доказал, 226 миллионов тенге выделил областной акимат, мы конкурс разыграли, подрядчика сейчас определили. Постановлением правительства разрешение на корректировку генплана города Талдыкурган мы получили. Сейчас начали работы. Мы сейчас до где-то мая-июня закончим работы, потом через общественный совет, через общественные слушания все пройдем, выслушаем мнение на суд наших жителей, новый генплан развития. Два больших вопроса в генплане. Один вопрос, мы хотим ИЖС убрать. Все, не будет ИЖС. В городе Талдыкурган не будет развития дальше. Просто одну цифру приведу. Официально ИЖС не? Индивидуальное жилое строительство, 10 соток, которые по закону, по конституции, каждый гражданин Казахстана имеет право на получение, если есть в местном исполнительном органе земля, обеспеченная инфраструктурой, сетями, то есть водой, канализацией, светом, он имеет право получить в порядке очереди 10 соток земли для строительства. А теперь? Несмотря на то, закон законом остается, но мы хотим индивидуальное жилое строительство город Талдыкурган набрать. Жители Талдыкургана уже свои конституционные права могут реализовывать на территории, условно говоря, Коксусского района, или там Искендинского района. Да, Сыртчакта, но в Талдыкургане не будет. Мы упор делаем на строительство блочно-модульного развития от 3 до 9, где, возможно, сейсмика позволяет до 12 этажей строительства. Например, это два вопроса. Я почему вопрос-то принял решение? Первый, я принял решение, у меня официально зарегистрировано в городе Талдыкургане, официально, конечно, много, потому что көбісінің документ жоқ, официально, у которых узаконен документ есть, 22 индивидуальных жилых дома, 22 тысячи индивидуальных жилых дома Талдыкурганда. 22 мың жеке тұрғын үйі бар, жаңа 6 соток по 10 соток жермен жеке үй. 22 мың үй бар, представляете? Это весь Өтенайский и Еркінский сельский округ, и вот центральная часть города, это хутор, нелер бар ғой, жер үйлер 22 мың үй. В очереди у меня стоят 44 тысячи человека. Если я 44 тысячи им должен земли дать, тогда, представляете, весь Талдыкурганда 22 мың. А 42 мыңға бересің, это мне надо рядом с Талдыкурганом еще 2 Талдыкургана построить частного сектора. Частного сектора, обеспечить, понимаете? Это физически невозможно, у нас столько земли нету. Плюс, второе, что я говорил, сізге екеуіңізге, например, я готов по 10 соток должен земли дать, да, по авансу, это 20 соток. На 20 сотках я могу построить 5-этажный, 3-подъездный, 60-квартирный жилой дом со всей инфраструктурой и раздать 60 алпыс адамға. Или же вам двоим пустой участок по 10 соток должен дать, подвести туда воду, канализацию, и вы за свой счет должны построить дома. Но я лучше на эти 20 соток построю 3-подъездный, 5-этажный. Теперь, значит, нету смысла вставать на очередь на землю. Да. Нету. 44 тысячи человек стоят у нас по этому. На землю. На землю, да. А около 15 300 стоят на квартиры. Квартирный вопрос тоже серьезный вопрос, очень большой вопрос. Мы сейчас... Қазір сол неге не болып кеткен андай, қалай квартирный не болып шығады? Арендный жилье. Қазір арендный жилье ғой, Былай қараңыз, біз қазір вообще у государства мы то, что строим, у нас два источника финансирования. Бюджетные средства, это республиканский или местный бюджет, мы строим только арендное жилье, без права выкупа для очередников. Болашақта не болмайды? Приватизация. Он наказательный. Второй источник –
Это через, раньше это был Самрук, сейчас это КЖКД, Казахстанская жилищная ипотечная компания, помните, да? Облигационные деньги. Это вот государство, это не квазигосударственный сектор, они предоставляют, раньше было по 4, сейчас правительство рассматривает, уже скорее всего в этом году под 0,35 будут. Они нам дают облигационные деньги через Отбасыбанк, облигационные деньги. Мы на эти деньги тоже строим жилье. И через Отбасыбанка передаем. Отбасыбанк это жилье продает своим очередникам, нелерге продает, и деньги мы эти возвращаем. Вот получается, есть арендное жилье, без права выкупа только в аренду очередникам. Есть облигационное жилье с правом выкупа через Отбасыбанк, кредит оформляете, там 5%. Ну, там разные есть, 2%. Арендное жилье не передается по наследству. Передается по наследству. А, передается. Передается. Вы можете его, вы можете там живете, с деньги ваш может сын жить, после вашего сына может внук жить до бесконечности. Ну это получается же как бы это. Просто он продать не сможет. Продать не сможет. А только в этом. Только в этом. Мы этот вопрос люди все поднимают. Да. Я как градоначальник, я тоже считаю, это неправильно. Это что? Во-первых, это замороженные деньги. Бюджет мне деньги дал, я построил, и в аренду сдает, люди за какие-то аренду платят там от квадратного метра, есть своя методика, но деньги-то они зависли там. Мы этот вопрос уже год муссируем. Слава богу, двинулся этот вопрос. В КДС мы это доказали, письма написали. КДС вышел нам навстречу. Уже вышел новый закон, вносятся изменения, что разрешить, если там есть ограничения, если человек там живет 5 лет непрерывно, то после 5 лет он имеет право выкупать его по остаточной стоимости с учетом амортизации этих 5 лет. Сейчас этот закон внесли уже в парламент, он сейчас на первом чтении будет рассматривать. Я думаю, в течение, это вы же знаете, закон сейчас парламент рассмотрит, потом, если они его примут, он пойдет в Сенат, если Сенат рассмотрит, примут, он пойдет на подпись президента. Если он заң шықса, это очень хорошо будет. Знаете, заң шықса, мы все-таки надеемся, что этот заң нам поддержит, у нас очень много арендного жилья. Когда жители, вот он, например, заселился, например, 5 лет, 6 лет назад, он уже имеет право выкупать. На эти 5-6 лет там 2% от первоначальной стоимости амортизации ежегодная начислится, с вычетом этой амортизации он может 10% оплатить, на оставшуюся сумму в рассрочку у государства выкупить эту квартиру. Я теперь понимаю, когда я вас читала во всех порталах, все писали о вас, пишут, и все называют вас хозяйственником. Я не могла понять этот смысл. Думаю, с чего они взяли хозяйственник, А сейчас я с вами разговариваю, вы реально, вот я в своей работе, например, тоже одержима, я могу только о своей работе говорить. И вы, как настоящий хозяин, честно, без я вот всякого этого говорю. И сразу, это же как револьверный метод. Люди, получается, выкупят, деньги сразу возвращаются в государство, за эти деньги я могу новое жилье строить, понимаете, новое жилье, инфраструктуру. Это как револьверным методом придет. А сейчас мы, как будто эти замороженные деньги стоят, он платит в месяц там 6 тысяч или 5 тысяч тенге, но это же не деньги. А пусть он ее выкупит. Зато, и второе, вот коттеджный городок наш, да, проблемный коттеджный городок. Я разбирался в этой системе, да, люди говорят, Ирина Дюзмирович говорит, можно я, говорит, хочу рядом баню построить, территория же здесь, баню, гараж построить. Нельзя, потому что это не его частная собственность, он арендует у государства. Он говорит, тогда продайте мне, я готов его купить. И в то же время он говорит, я не буду там ремонт делать, это же не мое. Но я хочу ремонт, евроремонт сделать, но я не могу, потому что это ваш дом. Говорит, зачем я буду свои деньги в государственный дом вкладывать? Как палка двух конца. Сколько социальных проблем мы решим с этой? Все, он его выкупит, все, я хорошо, у меня деньги появились государственные, я избавился от головной боли. Все, это его дом, мне не надо, он ко мне завтра не будет приходить и жаловаться, говорит, у меня крыша течет, это же ваш дом, идите делайте крышу. Но в то же время мы навстречу пошли же, мы, например, у него берем только арендную плату за квадратный метр проживания. Мы у него не берем на содержание этого жилья. Хотя по закону, вообще, если правильно подойти, мы должны у него, там, например, он 5 тысяч платит, мы ему еще должны чуть ли не там 10 тысяч, туда должны входить содержание дома, и тогда мы будем. Но для него это дорого, он не хочет. Он не хочет платить. Поэтому, чтобы не создавать это, мы эти деньги с него не берем. Мы только за аренду придем. Поэтому мы говорим, мы с тебя не берем. Ты должен сам делать. Он говорит, ну я не хочу я делать, а вдруг через 5 лет вы меня выселите, я деньги вкладывать, она мной. Не лежит душа у него к этому дому. Он в этом доме как гость живет. Да. В любом случае, это же психология человека же.
И когда у тебя есть право собственности, свидетельство, если ты по-другому будешь относиться. А если это у тебя арендованная машина или дом, ты все равно проще. Что я буду туда ремонтировать, деньги вкладывать завтра? У тебя арендованный дом? Да. Арендный жильеда поэтому. кейбіреуі 20 мың төлейді, кейбіреуі 15, кейбіреуі 10 төлейді. Я. Ол Методика неге расчета. байланысты? Ол байланысты от стоимости, первоначальной стоимости жилья. Ага. В коттеджном городке тоже мы разбирались, тоже нонсенс. Некоторые коттеджи, как-то, не знаю, в то время қалай санаған, некоторые коттеджи, они конкурс объявляли, стоимость, например, коттеджа по смете 18 миллионов. Тот скидку дает, за 15 миллионов построил, да, государство затратило ему на 15 миллионов, он его на баланс 15 миллионов отдал. Там методика расчета есть. От первоначальной стоимости площадь делится и вычитывается арендная плата квадратный метр. А некоторые, они почему-то путем прямого заключения за 18 миллионов просто договор заключили, и он построил. Хотя я же понимаю, же, там же, значит, если тот другой человек за 15 миллионов построил, можно же? Нет, ему отдали 18 миллионов. Что-то было, но я не знаю, что там было. Но по факту я сейчас не могу ничего сделать, потому что по тем документам у меня на балансе этот дом стоит за 18 миллионов. Хотя рядом же дом построили за 15 миллионов, такой же дом. Да? 3 миллиона, тот, получается, чуть-чуть дороже платит, получается. Тоже неправильно. Но я как градоначальник не могу, потому что у меня документы, я не могу. Если я завтра скажу, нет, вот все по 15 миллионов считайте, меня могут привлечь за то, что я нанес ущерб государству. Хотя я по-человечески понимаю, что не может человек, который если за 15 миллионов построил, можно было же и второй построить за 15 миллионов. Значит, что-то было. Сейчас копать. На кейбір үйлерде негізі арендный жильеға не ала алмай отырса, андай контракт ала алмай отыр. Договор ала алмай. Договор. Блин, тоже вопрос. Представляете? Не знаю, я опять плохо не хочу говорить о пользовательской власти, да? Вот 72 дома у нас, которых купили. Я не знаю, как купили, куда документы ушло. Купили на вторичном рынке и раздали многодетным. Ключи дали, все, и живите. Они живут, они 4-й год живут. Но на руках никакого документа нет. Ни техпаспорта, ни православия. Сейчас я уже, вот уже 3-й месяц мы делаем ревизию, полностью ревизию закончили. Я говорю, сделайте ревизию, сколько денег надо, давайте. Они же не виноваты. Им выдали ключи, им Аким области в свое время, Аман Рагабазович давал ключи. Ну, Аким области тоже, он же не знает, он же не может в эти каждые нюансы. Купили, он раздал ключи. Сказали, вот через неделю получите документы. Эта неделя уже 4-й год длится. Да. Документы. А по вашему акимату, вот смотрите, ну мы понимаем, что это здание старое, но если человек с инвалидностью к вам приезжает, он не может подняться да, я к знаю, вам. знаю. А сидеть, например, в этой внизу и ждать, когда спустится там зам Акима, ну тоже. Это, например, для Алмаза, вот мы вчера на эту тему разговаривали, Алмаз говорит, ну я же в тепле, ну и посижу, зачем мне там? Нет, это тоже, да, согласен. А с другой стороны, например, я считаю, что, есть вот люди, тоже люди с инвалидностью, они говорят, я хочу зайти в кабинет. Правильно. С Акимом поговорить. А почему вы не поставите, как вот в Тельсарай, наружный лифт? Разговариваем же. Вот этот вопрос Это будет, да? Роза Жгена поднимала. Да, я сказал, сейчас дал Хазу задание, сейчас они обсчитают, посмотрят, и на ближайшем уточнении мы постараемся выбить деньги. Вот, Будем? мы получили ответ. Будем. Классный. Ну, в любом случае, мы, как говорится же, театр начинается с вешалки. Да, я да. как могу, например, тех же бизнесменов говорить, вы что, я отмеспа, вы же торговый центр, это же ваши клиенты, они же вам деньги приносят, постройте, как я могу, они завтра скажут, у тебя же в Акимате даже такого нету. Я что им скажу? Вот. Поэтому я сам сначала должен быть во всем идеален, с точки зрения, например, доступности всего. Потом я уже могу как бы с поднятой, высоко поднятой головой другим диктовать, как бы намысына хотя бы. Қолын бұрамасам да, намысын айтылам. Жігіттер, намыстарың бар ма? Болмайды ғой. Мүмкіншілігі шектеулі жандар жұмыс жасай ма сіздерде? Акиматта жұмыс жасай ма? Инвалидтер? Менде Акиматта ондай штатта жоқ әйтеуір. Подведомственлерді енді қарау керек. Бізде оны много же подведомственных. Теплотранзит, водоканал, может там работать просто. Такой-то анализ А не вообще проводил. планируете в Акимат? Есть же образованные, хорошие ребята. Пожалуйста. Ну, он, например, даже если он на коляске, а у него голова работает. Нет. почему? У нас по закону таких ограничений же нет уже. Единственное, вот тест
на госслужбу, чтобы если ты тест сдал, Да, у да. тебя есть результаты теста, и ты на собеседовании показывал высокий балл в рамках конкурса, у нас все на конкурсе, все, пожалуйста. Там такого нету ограничений, он на коляске, он не должен, такого нету. Он же гражданин Казахстана, Да. он имеет такое же право, если он сдал на общих основаниях тест, там по первой или второй или третьей категории, и если у него квалификационные требования, диплом, все соответствует этой должности, он подал документы, он может участвовать в конкурсе, конкурс открытый, там комиссионный, и если он получил высокий балл, почему бы нет? Готовы? Потом, знаете, вы занимаетесь спортом. Я вот, знаете, вот одни пишут, один портал пишет, что вы в футбольной команде, одни пишут защитник, а другие пишут нападающий. Мы вчера с Алмасом сидим, я говорю, вот завтра будем разговаривать, так, а он говорит, он защитник, а я говорю, а я видела нападающий. И Сона, вот, вы нападающий Сонамин или защитник? Ну, когда как. Например, футбол же это большая игра. Есть большой футбол. Я люблю и футзал, и больше. В футзале таких ограничений нет, потому что футзал это 4 человека играют, контактная игра, быстро передвигаешься, там непонятно, кто защитник, как бы каждый может. В большом футболе, да, я, например, стараюсь больше играть в центре, в нападении, в полузащите. Я как работаю, так и в футболе я много пытаюсь пас отдать, созидать. Универсал. вы. Да, созидать пасы. Это же созидатели пас перед, они как бы игру контролируют. То же самое и в жизни, и в работе. Я хочу Вы все контролировать. универсальный. Солай. Я барлығын контрольда ұстап үйренгенсіз. Да. Да, тренинг, тоже я недавно смотрела тренинг одного бизнесмена, он по команде, и он говорит, самые лучшие в команде это универсалы, как-то он их как-то назвал. И команду такого человека вообще найти очень тяжело. Вот, например, специалист, вот бухгалтер, она больше ничем не хочет, Да, она все. да. А вы универсал. Ну, даже по работе у вас видно, что вы ЖКХ, да, стеднос, там стеднос. Ну и как бы ничего не, там я не нашла такого, чтобы Это в тоже, Алмате да, вы было. правильно говорите, кадровая голодуха очень большая, очень Да. большой кадровый голод. Например, даже общей политиканы қарасаңыздар, президент какие-то айтады ғой, вот, почему он не убирает людей со старой команды, это ну как, это же не так просто найти специалистов. Специалисты, многие кадры, да, например, бывает такой человек, у него опыта за плечами гора опыта, он и Крым, и Мрым прошел, но он безинициативный. Да. Вот он сидит на месте, все. Что я буду рыпаться? Вот у меня есть функциональные обязанности. Получаю Вот ограничение, зарплату. круг начертил, за функциональные обязанности я не буду уходить. Зачем мне лишний получать? Я вот 30 лет на госслужбе и просуществовал, Құдай сақтасын, түрмеге де түскен жоқпын, потому что я следовал строго своим функциональным обязанностям. Вот очертил свою группу. Зачем мне надо? Хочешь, инициатива наказуема, что я буду джинды сияқты бегать, еще скажет выскочка, да? И он делает, есть такие. Есть молодой человек, у него, наверное, опыта нету, но у него глаза горят. Он не боится ошибиться, он бегает, он давайте, она. Я бы, например, чем 10 таких людей, которые вот 30 лет за спиной госслужбы, опытные, там, она много ничего, и один человек, у него, да, опыта ничего нету, но у него глаза горят, у него инициатива, он прямо где-то, я бы Да. такого человека взял бы на работу. Если сравнивать, да, сравнение. Потому что мне, например, на работе коллектив, когда всегда говорю, для меня не важен ваш статус в этот. Для меня важно, если человек задачу поставил, он пошел. Помните, притча же есть хорошая, когда спрашиваешь же, почему мы одинаково работаем, он получает 100 рублей, а я 500 рублей. Он, помните, он вот этот караван какой-то шел же, он его посылает, говорит, что это, узнай, он прибежал, он говорит, туда едет, потом, а куда едут, он побежал. Он 10 раз сходил, узнал, а тот человек сбегал, вернулся, и то, что он за 10 раз бегал, он все махом ему высказал. Это караван, он едет туда, везет это. Я спросил, он продает, не продает, это. А тот, помните? И он говорит, вот теперь ты понял, говорит, почему ты получаешь 100 рублей, а этот человек получает 500 рублей. Потому что этот, который 100 человек получает, он ему отправил, он говорит, да, караван вернулся, едет в Самарканд. Он говорит, а что везет? Ух, я не узнал. И сбегал второй раз, он говорит, зерно везет. Блин, а поскольку они продают? Он сбегал, третий раз вернулся и говорит, по 100 тенге. А если оптом взять? Ух, не спросил, четвертый раз вернулся и говорит, по 80 готовы отдать. А тот второго послал, он прибежал, он говорит, в Самарканд вино везут, по 100 тенге продают, если оптом по 80. Тот стоит и слушает того. Он говорит, вот теперь понял, говорит, почему ты 100 тенге, а он 500 тенге получает. Классно. Сравнение. Да. Вот эта притча для меня, например, я всегда ее своим работникам говорю. Вот,
Вот, говорю, вот, понимаете? Это нельзя. Тебя отправили, например, иди убери тот камень. Пошел, ты убрал этот камень, ты узнай причину, почему этот камень там оказался. Ты сделай так, чтобы этот камень второй раз там не оказался, условно говоря. Или там яма провалилась. Ты пошел, залатал, асфальт закрыл, это не дело. Ты сначала пойди узнай, почему образовалась эта яма. Может быть, там есть причина, там какой-то водопровод течет. Надо ее устранить сначала, потом ее закрыть, потом сделать так, чтобы второй раз это не просто. А пошел, закрыл, вернулся, через месяц он опять открылся. Люди скажут, вот Акимат, лишь бы, блин, деньги. Давайте к спорту вернемся. Я не зря про него начала. Вы же спортсмен. Давайте наш город сделаем спортивным. Да. У меня есть одна идея. Вот многие вот взрослые, сейчас у нас же открылся центр активного долголетия, мне прям нравится, мы его снимали, ну еще там чуть-чуть осталось доснимать. И есть еще люди, которые, они еще не пенсионеры, они еще работают, но уже и не молодые. Ну, я, например, я не буду далеко заходить. И есть такие, которые вот, я, например, захотела на танцы, я на подъем легкой, я пошла на танцы. А есть такие, вот я зову, например, своих ровесниц, я говорю, пойдем на танцы. Она говорит, это надо платить, это надо покупать там кроссовки. И это я не хочу, потому что все же сидят, ой, все дорожает там. А у меня пришла идея, я хочу сообщество открыть, и вот как в Японии, на улице, понимаете, на улице вечером, там 6 часов, все. Келгеніңізге көп-көп рахмет. Сіздерге рахмет. Реально, я же такой человек, аудиторию люблю, когда меня слушают, заряжаются мои мысли. И как вы говорили, вот кадров, я всегда, где бы ни работал, пытаюсь местный адамдардан как-то поднять, обучить чему-то, чтобы после меня 2 следа должно остаться. Это что-то в городе осязаемое и кадровый след должен остаться. И я буду рад, например, когда после меня скажут, вот, Ернат Дүйсенбековичтің школасын өткенбіз, мы вот это, и завтра, например, спустя какие-то годы, молодые там министры эти будут говорить, вот в свое время нас вот осылай көтерді, поднял, мы в том регионе работали, у нас руководителем пришел Ернат Дүйсенбекович, он нам дал путевку, нам столько научил. Это тоже для меня как бы какой-то след оставить как бы себя, после себя. Это тоже, да, в истории. А одного человека научить, там 3 человек, и их с собой таскать туда, в область, туда, ну это же тоже не резон же. Местным не научил их, и пусть они дальше там работают. Тебя перевели в другое место, ты там тоже поднял, уровень поднял, что-то сделал, научил местных людей, что-то чему-то поделился своим опытом. Об этом же президент тоже говорит. Я, например, свой опыт, свой багаж, например, 45-летний, условно говоря, свой багаж, 45 лет, да, я тоже хочу кому-то оставить свой багаж. Меня же тоже в свое время кто-то учил. Я хочу свой багаж оставить, свои знания, передать следующему поколению, молодым специалистам, которые вот по 25-30 лет тоже должны что-то научиться. Рахмет сіздерге. Сізге үлкен рахмет. Арнамызға жазыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Осыны аяқталды. Рахмет, сау болыңыздар.